Еще раз разрешите поприветствовать вас с работой нашего форума. У меня небольшое выступление, я подсократил в связи с недостаточностью времени. Спасибо. Уважаемые участники форума, родной язык, в котором спрессован исторический опыт народа, заложен начало его духовной культуры и жизнедеятельности, является мощным средством формирования духовного мира человека, развития и воспитания личности, приобщения ее к ценностям национальной и общечеловеческой культуры, накопленным предыдущими поколениями. Свободное владение родным языком – прочная основа жизнедеятельности человека. Подрастающее поколение должно полноценно чувствовать и воспринимать родное слово. Родной язык, как и родная культура в целом, имеет огромное значение в воспитании личности школьника, в формировании его моральных качеств. Духовно-нравственное воспитание молодежи должно претворяться в жизнь на основе возрождения и развития на новом уровне семейных, национальных, религиозно-этических традиций, духовной культуры народа, начиная от почтения к родителям и уважения к старшим и кончая осознанием высочайшей ответственности перед своим народом и страной. Наше общество нуждается в человеке, одухотворенном идеалами добра и справедливости, сознательно неприемлющим разрушительные идеи и действия, способным и готовым активно им противостоять. Особая роль в этом принадлежит родному языку, носителю духовной культуры, национальных традиций народа. Возможности родного языка и национальной культуры в обучении и воспитании молодежи необходимо использовать в полной мере. Важным является гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание на основе сохранения и развития прогрессивного культурно-исторического наследия и лучших традиций народа, воспитание любви к родному языку, сознательного отношения к языку как к духовной, нравственной, культурной ценности, формирование толерантного сознания, уважительного отношения к другим языкам и культурам, развитие национально-русского двуязычия. Без всякого сомнения, состояние дел с функционированием чеченского языка в Чеченской Республике за последние годы заметно улучшилось. Главным образом это связано с позицией главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова, который нацелен на сохранение и развитие родного языка. По его инициативе в республике был учрежден День чеченского языка. Разработана единая концепция духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, в соответствии с которой проводятся многочисленные мероприятия по духовно-нравственному воспитанию молодежи. При главе республики был создан экспертный совет по сохранению и развитию чеченского языка, председателем которого он сам и является. Именно по предложению Рамзана Кадырова было проведено реформирование правил правописания чеченского языка, свод которого был утвержден его же указом. В соответствии с новыми стандартами требуется обновление содержания образования и технологии обучения родному языку и литературе. Учебная литература на родном языке призвана служить действенным средством развития и воспитания личности школьника, обеспечения усвоения знаний о родном языке, овладение нормами родного литературного языка, обогащение словарного запаса и расширение круга используемых языковых и речевых средств. Учебники и учебные пособия по родному языку призваны способствовать введению детей в мир материнского языка, развитию умения свободно пользоваться его лексическим богатством, формированию культуры речи. Их содержание и методический аппарат должны быть направлены на раскрытие богатства и красоты родного языка, художественных средств и своеобразия, эстетической и нравственной ценности произведений родной литературы, на формирование способности учащихся мысли на родном языке. Институтом чеченского языка, который в настоящее время я возглавляю, подготовлены и внесены в федеральный реестр новые учебные программы по чеченскому языку и литературному чтению для 1, 4, 5, 9 классов, разработанные в соответствии с обновленными образовательными стандартами. Они определяют инвариантную часть учебного предмета и являются ориентиром для составления рабочих программ и учебников родного языка и литературного чтения для начальной и основной школы. Все эти программы являются основой для составления авторских рабочих программ и учебников по родному языку и литературе. Новый образовательный стандарт требует овладения важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями. Для этих целей оптимальным может явиться процесс формирования и развития коммуникативной, языковой, лингвистической, языковедческой, культуроведческой компетенции.
Для решения задач, связанных с совершенствованием преподавания родного языка и внедрением новых образовательных стандартов, необходимо не просто учебники, а учебно-методические комплексы, которые включают в себя методические указания к учебникам, практику математические разработки, сборники практических заданий, диктантов, изложений, рабочие тетради, грамматические таблицы, аудио-визуальные средства, различные словари, электронные средства обучения. Институт чеченского языка в настоящее время работает над созданием таких учебников. Объявлен конкурс и уже подготовлены учебники чеченского языка и литературного чтения для учащихся 1-4 классов. Это совершенно новые оригинальные учебники. Они созданы в соответствии с требованиями нового федерального образовательного стандарта основного общего образования по родному языку. После внесения в федеральный перечень учебников они поступят в школы. В институте создан музей чеченского языка и начата работа по созданию электронного банка данных о чеченских писателях, где будут собраны материалы о жизни и творчестве всех чеченских писателей, начиная со времени зарождения национальной литературы и кончая современными писателями, на сегодняшний день активно участвующих в литературном процессе. Уже собран и систематизирован материал о жизни и деятельности писателей первого поколения. Наличие электронного пособия позволит учителям, учащимся и всем, кто интересуется чеченской литературой, знать больше об истории зарождения и развития литературы, получать сведения о современной литературе, литературном процессе, быстро найти необходимый материал, тем самым пополнить свои знания о литературном прошлом и настоящем чеченского народа. Известно, что язык является не только орудием общения, но и средством развития устной и письменной речи, средством приобщения обучающих традиционной культуры народа. Слово в языке – это не только номинативная единица, но и памятник материальной и духовной культуры народа. Поэтому изучение лексики родного языка имеет важное значение. Значительное место в учебно-методической литературе, разрабатываемой Институтом чеченского языка, занимают словари. Как известно, словари, кроме своего прямого назначения, обладают информативными и нормативными функциями. Они позволяют кратчайшим путем приобщаться к накопленным знаниям и, фиксируя значение и употребление слов, способствуют совершенствованию и унификации языка. Гордостью института является разработан рабочей группой сотрудников института 10-томный большой орфографический словарь чеченского языка, в который вошло 140 тысяч словарных статей и свыше 1 миллиона словоформ чеченского языка. На сегодняшний день в институте начата работа по созданию толкового словаря чеченского языка. Необходимо отметить, что учебно-методическая литература, издаваемая Институтом чеченского языка, является самой массовой книжной продукцией, выходящей в республике на чеченском языке. Учебные издания, научно-методическая литература, словари способствуют развитию чеченского языка как языка научных исследований в области образования, науки и культуры. К сожалению, в Чеченской Республике нет ни одного учебного заведения, в котором родной язык являлся бы языком обучения. Он изучается только как предмет. До незаконной депортации чеченского народа в Среднюю Азию в 1944 году процесс обучения в 7-летней школе республики проходил на родном чеченском языке. Таким образом, несмотря на в целом реабилитацию чеченского народа, в сфере образования она до сих пор не состоялась. Хотя чеченский язык формально и является государственным языком республики, в процессе обучения, начиная с дошкольных учреждений и общеобразовательных организаций до учреждений среднего и высшего образования, он практически не используется. Целые пласты лексики чеченского языка буквально на глазах уходят из активного употребления. Сюда входит название числительных, животных, деревьев, трав, дней, недели, практически вся терминология. Это прямое следствие освобождения родного языка от своих прямых функциональных обязанностей обслуживания всех сфер жизнедеятельности народа. Увеличение количества часов на преподавание языка как предмета, когда, например, на иностранный язык выделяется больше часов, чем на изучение родного языка, абсолютно недостаточно для сохранения и развития родных языков малочисленных народов. Как минимум, необходим перевод обучения в дошкольных учреждениях и в начальной школе на родной язык. Как подчеркивал известный российский ученый-филолог, педагог-просветитель, соавтор первого букваря чеченского языка Петр Карлович Услар, засаживать инородческих детей прямо по поступлению в школу за русский словарь, не прибегать во всем преподавании к помощи их родных наречий, это значит не сообразовываться не только с какими-нибудь правилами педагогики, но и вообще со здравым смыслом. Ученый, опираясь на педагогическую историю и практику, убежденно настаивал: выучите сначала горца грамотности на его родном и от нее перейдите к грамоте русской. Количество времени, употребляемого для изучения туземной и русской грамотности, окажется менее того времени, которое должно употребить на изучение прямо грамоты русской.
Что касается наиболее приемлемой для многонациональной России современного условия модели образования, то это, по моему мнению, поликультурная образовательная модель по формированию российской гражданской идентичности в условиях общеобразовательной школы, базирующаяся на совмещении национально-культурной ориентации, общероссийских культурных ценностей и общечеловеческих идеалов, имеющих целью формирования у обучающихся и воспитанников представления о своей национальной культуре как части общероссийской и мировой культуры и о самих себе как представителей российской гражданской нации. Эта модель уже успешно внедряется в таких регионах России, как Татарстан и Республика Северная Осетия, Алания, Камболов, Тамерлан. Большое вам спасибо. Благодарю за внимание.